День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Владимир Путин в Петербурге принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткофа. Расскажем, что известно о прошедших переговорах. Якутск включили в программу плоских тарифов Аэрофлота. Билеты по подобным тарифам продаются круглый год по фиксированной цене. В Алдане появляется все больше площадок, где каждый может оказать посильную помощь участникам СВО. Одна из последних организована в общежитии медицинского колледжа. Юбилей первостроителей и эсэх Олонхо. Расскажем об основных событиях в Нерюнгринском районе. Весенняя оттепель подкинула головной боли жителям одного из многоквартирных домов Ленска. Они в буквальном смысле раньше всех узнали о приходе долгожданного тепла. Новая встреча российских и американских дипломатов, киберпанк на дорогах России и как котики помогают проверять знания. Об этом мы не только узнаем из дайджеста федеральных новостей. Максим Кардозу расскажет, чем жила страна на этой неделе. Приветствую. Как обычно, неделя выдалась очень интересная. Сегодня в дайджесте будут новости политики, экономики и социальной сферы. В конце недели в Стамбуле состоялись российско-американские переговоры. Встреча проходила в российском генконсульстве. Москву представил посол в США Александр Дарчиев. В Вашингтон – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Саната Колтер. Переговоры продлились почти 6 часов. По итогам стороны условились о дальнейших мерах по визовому оформлению и передвижению дипломатов. Также российская сторона акцентировала внимание на возвращении конфискованной в США дипломатической собственности. Говорили и о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Время и место следующего раунда двухсторонних переговоров будет объявлено позже. Учителей и врачей ждет новая система оплаты. На этой неделе о реформе сообщили в правительстве. Изменения должны скорректировать разрыв в уровне зарплаты бюджетников в крупных городах и сельской местности, чтобы доходы были примерно сопоставимы по всей стране. Все детали пока не разглашаются, но известно, что доля оклада врачей должна составить не менее 50% от общего объема выплат. Это гарантирует большую стабильность их доходов и повысит привлекательность профессии. Новый механизм начнут тестировать в нескольких регионах сразу. Это Якутия, Удмуртия, Владимирская, Сахалинская, Липецкая, Курская области. Все параметры системы должны быть объявлены уже в мае. Интеграции в некоторых соцсетях теперь будут вне закона. В России ввели запрет на рекламу на сайтах экстремистских организаций. Соответствующий документ подписал президент страны. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Это значит, что нельзя будет размещать рекламу в таких соцсетях, как Инстаграм и Фейсбук. Они запрещены и принадлежат признанной в России экстремистской и запрещенной компании Мета. Отмечается, что ответственность за нарушение закона будут нести и рекламодатели, и распространители. Физическим лицам грозит штраф до 2500 рублей, должностным до 20 тысяч, а юридические лица заплатят уже до 500 000 рублей. Такое решение больше всего коснется блогеров, которым придется искать альтернативные площадки, чтобы и дальше получать прибыль. И самое важное, что у вас сейчас есть. У вас есть время, чтобы сделать диверсификацию вашей аудитории, ваших подписчиков и перелить их на другие площадки, там, где сейчас доступна реклама, где ее можно продавать. На этой неделе атомный ледокол «Якутия» отправился из Балтийского завода в Мурманск. Судно пройдет по Балтийскому и Баренцеву морям, а также Атлантическому океану и пришвартуется в порту в Кольском заливе. «Якутия» стала 4-м судном новейшего проекта 22220. Такие ледоколы необходимы для круглогодичной навигации в Заполярье. Это позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути и поможет в дальнейшем изучении и освоении арктических территорий. И еще немного про инженерные чудеса. На центральной кольцевой автодороге в Московской области запустили движение беспилотных грузовиков. По трассе проехали первые 4 машины. В 2025 году планируется открыть беспилотное грузовое движение на трассе М12 «Восток», а к 2030-му протяженность беспилотных коридоров должна составлять порядка 20 000 километров, рассказал замминистра транспорта Валентин Иванов. На каждом грузовике установлены камеры кругового обзора и специальные датчики. Это глаза и
искусственного интеллекта, который дистанционно управляет автомобилем. Главное преимущество такой системы в том, что беспилотной фуре не нужны остановки для сна или обеда. Также перевозчик экономит на зарплате водителю. На этой неделе стартовал международный форум «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне». На него в Москву приехали координаторы акции «Бессмертный полк» за рубежом, а это представители 50 стран. В течение дня участники форума обсудили сохранение исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории. Отдельная сессия была посвящена геополитическому положению России в международном пространстве и проблеме отмены русского наследия в других странах. Также в рамках форума были объявлены правила проведения самого бессмертного полка в регионах России. Там, где наше региональное отделение движения совместно с местными властями сочтут это возможным, по соображениям общественной безопасности шествие Бессмертного полка в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов. А в северной столице вместо тотального провели катальный диктант. Все пришедшие проверили свои знания по грамматике в компании кошек в специальном кафе. Домашние питомцы сидели на коленях, прогуливались между столами. По словам организаторов, всячески поддерживали пишущих. Участники акции уверены, что в такой уютной и пушистой атмосфере все справились с диктантом, если не на отлично, то точно на 4 с плюсом. На этом у меня все. Такой была эта неделя. Дайджест подготовили Максим Кардозу и Виктор Олесов. Накануне в Петербурге завершились переговоры президента России и спецпосланника США. Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткофа продолжалась 4,5 часа. Никаких заявлений для журналистов политики не сделали. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что темой встречи были аспекты украинского урегулирования. На встрече также принимали участие помощник Путина Юрий Ушаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Стало известно, что Уитков предложил Дональду Трампу самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине. По мнению чиновника, для этого США нужно признать суверенитет России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями. Президент России Владимир Путин также провел встречу с главой Аэрофлота Сергеем Александровским. За прошлый год объем перевозок увеличен на 17%. Подробно обсудили так называемые плоские тарифы. Аэрофлот с мая этого года расширяет программу тарифов на новые города Дальнего Востока при перелетах из Москвы в Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ. Национальный перевозчик также продолжит продавать билеты по плоскому тарифу на рейсы в Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинский и Магадан. Но при этом допустить возможность использования коммерческих тарифов на этих направлениях. Они будут составлять порядка 20-30% максимум. То есть до 50% это плоский тариф, 30% это субсидируемые тарифы, это федеральная субсидия для жителей этих регионов. В программу плоских тарифов компании «Аэрофлот» включили в том числе и Якутск. Цитата: «Это означает, что билеты на рейсы Якутск-Москва-Якутск будут продаваться по фиксированной цене, вне зависимости от сезона и даты покупки», пояснил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсан Николаев. Он отметил, что вопрос стоимости авиабилетов власти региона не раз поднимали на всех уровнях. Для Якутии этот шаг, влияющий напрямую на качество жизни. Конец цитаты. Между тем, управление автодорог Якутии призывает водителей легковых автомобилей воздержаться от выезда на ледовую переправу Хатас-Павловск. Идет интенсивная оттайка подъездных путей, на автозимнике установлена грузоподъемность до 20 тонн. С 15 апреля все ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты, и проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. После закрытия ледовых переправ на линии по маршрутам Якутск-Нижний Бестях и Кангалас-Сотенцы начнут курсировать суда на воздушной подушке. В северных и арктических районах республики закрытие автозимников планируется в период с 20 по 25 апреля. Трасса Колыма – важнейшая магистраль Дальнего Востока и единственная дорога, соединяющая Якутию с Тихим океаном. В рамках проекта «Весна» на НВК наш корреспондент выяснил, как обслуживается Колыма сейчас. Строительство трассы Колыма началось в 1941 году. Прокладывалась она силами заключенных ГУЛАГа, поэтому и говорят «дорога на костях». Но несмотря на свое трагичное прошлое, трасса остается одной из ключевых артерий Дальнего Востока.
Большая половина трассы, почти 1200 километров, пролегает по территории нашей республики. Участком от реки Алдан до границы с Магаданской областью заведует филиал Упордор-Вилюй. Филиал, базирующийся в селе Теплый Ключ, курирует все работы, проводящиеся на Колыме. Это ремонт, реконструкция, содержание дорожного полотна, мостовых переходов и даже коммуникаций, пролегающих под трассой. Где-то практически наполовину проходит по горной местности, по тяжелой, по сложной. Очень часто случается, значит, ДТП и все прочее. Сходы снежных лавин, сходы селей. Сложный участок для обслуживания вообще. Но тем не менее работаем. Колыма – сложная дорога не только для содержания, но и для передвижения. Поэтому аварии тут случаются нередко. Ехали на черном режиме. Там у нас резкий поворот на 360 градусов. Мужики приехали неопытные, тяжелая вооруженная машина. В них вместо того, чтобы спускаться на пониженную передачу на тормозах, их тормоза отказали разворачиваться, их развернуло, положило на бетон машину, кабина в смятку, пассажир, слава богу, ничего. Это Михаил Ратушный. Больше 50 лет своей жизни он трудится в сфере обслуживания автомагистралей. Последние 10 лет Михаил Васильевич руководит дорожно-эксплуатационным предприятием номер 133, сотрудники которого, как говорится, работают на земле. Прошлым летом, что нам приходилось даже, были такие ямы на дороге, что нам приходилось выкачивать водяными помпами, чтобы засыпать эти ямы, чтобы обеспечить движение. На прошлый и позапрошлый нам снегороторы пришлось запускать. Так что все не так просто. Вы знали, за что брались. И действительно, дорожники борются с трудностями, которые подстерегают путешествующих. В прошлом году ликвидировано 2 опасных участка. Это так называемая Заячья петля и отрезок вблизи поселка Усть-Нера. А в этом году заканчивается капитальный ремонт у Нерского прижима. Эржена Гармаева, Илья Сыромятников, Теплый Ключ. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Продолжается активная работа по содействию занятости участников СВО и их семей. На данный момент за поиском работы обратились более сотни военнослужащих и членов их семей, из которых более 34 уже трудоустроены. Для быстрого поиска работы составляется индивидуальный план, который учитывает образование, стаж, предпочтительную отрасль и желание пройти переквалификацию. Также организуются ярмарки вакансий. Так, например, 18 апреля в музее «Россия. Моя история» 270 предприятий представят свои вакансии. В рамках данной ярмарки вы сможете переговорить с работодателями, их много. Порядка 270 работодателей заявились, из них в городе Якутске будет чуть меньше 100. Ярмарка проводится по всей России 18 апреля, в том числе и по всей нашей республике, во всех муниципальных районах и в городе Якутске. Здесь ярмарка проводится в историческом парке «Моя история». Поэтому приглашаем всех заинтересованных, всех, которые хотят найти работу. Якутский филиал Фонда «Защитники Отечества» впервые посетил Герой России Андрей Григорьев. Он отметил важность поддержки, которую оказывают специалисты участникам, ветеранам СВО и членам их семей. Так, координаторы филиала ведут персональное сопровождение каждого человека и помогают им оперативно получать все необходимые меры. Подопечные фонда получают поддержку в приоритетном порядке. Вот это на самом деле очень нам помогает, когда мы воюем. Вот. За что воюешь, зачем воюешь. Вот такие помощи. Я бы хотел поблагодарить всех работников Фонда защитника Отечества, там, гуманитарную, там, глава республики, особенно хочу отметить. Все эти, вы собирали вещи, это все нам предоставится там. Вот маленькие дети, там, рисунки, пожелания.
их сворачиваем и в карман ложим, и дальше воевать идем. Вот этот стимул дает, очень помогает нам. В городе трудовой доблести Алдане появляется все больше площадок, где каждый может оказать посильную помощь СВО. Одна из последних организована в общежитии медицинского колледжа. Студенты с неподдельным интересом и патриотизмом плетут маскировочные сети. Как алданцы помогают фронту, расскажем в материале наших коллег. Вот это антитепловизионное одеяло, многослойное. То есть нам тоже волонтеры с Омска подсказали, как это все делать. Я дома это все шью. Оно многослойное, то есть тут 2 слоя Оксфорда, термоодеяло, спанбонд. И оно вот таким, как этим сэндвичем шьется. И тепловизор уже не видит? Тепловизор не видит. Уже проверено ребятам, ну, как бы в боевых условиях. У нас отзывы, да, хорошие, и они, ну, как бы требуются, эти одеяла, для той же разведки, да, быстренько спрятаться от тепловизора. Елена Романова считает себя волонтером, а по сути все организационные вопросы, которые касаются гуманитарной помощи фронту от Союза десантников Якутии, лежат на ее плечах. Она и в процессе участвует, и людей привлекает. Сделать хочется больше, а вот рук не хватает. Руки, они всегда нужны. Вы же видите, что мы делаем там и сухие души, и свечи, и сети, и нашлемники. То есть работы-то хватает. Конечно, хотелось бы больше. Приходят люди, ну, естественно, пенсионного возраста, потому что те, кто работают, естественно, они могут только после работы. Ну, и это тоже тяжело после рабочего дня стоять, плести, это нагрузка. Помощь принимается любая, поэтому на площадке, где дислоцируется Союз, и Старый Млад. Школьники и студенты из клуба «Юный десантник» и свечи нарежут, и более тяжелую работу выполнят. Они везде, они убирают снег, помогают семьям военнослужащих. Осталась одна, допустим, женщина одна осталась, снег с крыши сошел, ей не пробраться ни туда, знаете, какой у нас снегопад. То есть собрались ребята вместо тренировки, лопаты в руки и вперед. Абсолютно любую работу делаем. Какую попросят, то и делаем. Молодежи много в клубе сегодня? На данный момент около 20 человек. Молодежи тоже. У каждого, соответственно, какая-то личная жизнь, да, поэтому по возможности все меняемся, но общие дела делаем. Достойный пример для молодежи Алла Афанасьевна, которая приходит плести сети каждый день, и это в свои 88 лет. И она приходит как на работу каждый день, с понедельника по пятницу, и очень много делает. То есть она плетет хорошо, быстренько. Благие дела не видят границ. Ирина Миронова больше года приезжает в Алдан из Куранаха за 30 километров, чтобы внести свой вклад в нашу общую победу. Ну, конечно, мы все помогаем для общего дела, но надо, как сказать, вместимая сила. Пусть помаленьку, пусть в Алдане маленько, там, в Тамоте, на Солнечном, в Алдане, но все это для победы. Вплетаешь, молишься. Что закладываете? Победу. Члены Союза десантников из Тамота организовали подобную площадку у себя в городе. И таких примеров в районе масса. Просто эти реальные люди с золотыми руками и большими сердцами стараются не афишировать себя и остаются в тени. Помогают очень много предпринимателей. Тоже просили не афишировать, кто это такие, остаются в тени. Огромное им спасибо. Они знают, что я про них говорю. Огромное им спасибо. Без вашей поддержки, конечно, этого всего бы не было. И бойцы там на передовой тоже записывают ролики и отправляют со словами благодарности. Активно вплетаются в работу и алданские студенты. Не так давно в общежитии медицинского колледжа организована работа по плетению маскировочных сетей. От желающих нет отбоя. Навыки приобретают на месте. Ну, самое главное, они студенты, молодые, ради братьев, ради фасол будут помогать и будем помогать мы все. И для меня это честь что-то делать для фронта и для всех студентов. Мы все рады здесь помогать, чтобы наши победили. Да.
Военно-патриотическая работа в медколледже поставлена на широкую ногу. Помогают фронту студенты-медики и на выездах в госпитали. Для ребят это не только практика, но и закалка характера. У нас выезжают ребята практически каждые 3 месяца в ростовский госпиталь. Они активно там помогают в качестве волонтеров-медиков. Также у нас есть ребята, которые участвуют в гуманитарной миссии и также выезжают. Они выезжали уже в город Курск, помогали там. Вместе мы сила. Все для фронта, все для победы. Наше дело правое, мы победим. Любое из этих уже ставших обиходным выражений раскрывает сплоченность и мощь духа нашего многонационального народа, который непобедим. Руслан Павлов, Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса вручил нагрудные знаки участникам специальной военной операции, которые отправились на фронт по зову сердца и с желанием защищать интересы своей страны. Всего было вручено 25 наград и удостоверений добровольцев в Якутии. Региональное отделение Союза добровольцев Донбасса было организовано в прошлом году. Члены Союза работают в тесной связке с государственными фондами и другими общественными объединениями. Оказываем, можно сказать, добровольцам и тем, кто с Ахмата, и тем, кто контрактники, тоже вручаем нагрудные знаки. Это все как бы пронумеровано и фиксируется в Москве. И кроме этого собираем гуманитарную помощь и посильную помощь. Банк России выпустил 5 памятных монет серии «Юбилей Победы Советского народа в Великой Отечественной войне». Она включает серебряные монеты номиналом 3 рубля и 100 рублей, золотые номиналом 50 и 10 тысяч рублей и монету номиналом в 50 рублей из недрагоценных металлов. Серебряные монеты изготовлены из сплава 925 пробы, золотые 999. И сами монеты отмечу являются законным средством наличного платежа на территории страны и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Шествие бессмертного полка пройдет 9 мая в смешанном формате, онлайн и традиционно. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» России Елена Цунаева. Региональное отделение движения вместе с местными властями самостоятельно будут выбирать формат проведения акции. «Бессмертный полк» в разных форматах также пройдет и во всех школах и колледжах страны. Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. Он добавил, что в прошлом году в акции приняло участие 10 миллионов школьников. «Надеемся, цитата, в этом году их количество будет больше», – сказал он. Библиотека Ленского района запустила новый патриотический медиапроект «Читаем книги о войне». Участниками могут стать все желающие. Нужно просто записать отрывок стихотворения на видео и отправить его организаторам. Также видеосъемка проходит в Центральной библиотеке по предварительной записи. Проект стартовал меньше месяца назад. В нем уже приняли участие десятки ленчан, среди них и начальник районного управления образования, представители компании «Газпром», также общественность. Стихотворение не обязательно учить наизусть, можно прочесть по книге. Каждые 2 недели видео публикуется на официальном сайте библиотеки и в мессенджерах. Любой житель, любой ребенок без возраста, неважно, любой житель принимает участие в этом проекте посредством тем, что он читает, допустим, любимый отрывок из произведения литературного. Это будет, может быть, как проза, как поэзия, отрывок стиха, может полностью стих. И требования там прям наизусть выучить как бы у нас нет. В рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне он рассчитан на весь год. То есть раз в 2 недели мы записываем всех желающих, но в основном у нас получается это как бы руководители предприятий, известные люди в городе. Этот проект направлен на популяризацию чтения, на поднятие патриотизма и любви к родине. Движение «Волонтеры Победы» организовывает онлайн-игру «Наша Победа», которая пройдет 30 апреля в рамках международной акции «Диктант Победы». Регистрацию можно пройти на сайте игры до 29 апреля. Участники проверят свои знания о Великой Отечественной войне, отвечая на вопросы ведущего. Для удобства игроков будут проведены 2 игры с разными наборами вопросов. В Якутии игра начнется в 10 часов по Москве. Итоги опубликуют до 13 мая на сайте игры и в соцсетях «Волонтеров Победы». Все участники получат сертификат.
В Национальной библиотеке Республики открылась экспозиция, посвященная 80-й годовщине Великой Победы. Автором является Тимофей Никифоров, педагог, краевед, энтузиаст и увлеченный коллекционер. Его собрание включало в себя экспонаты из областей нумизматики, фалеристики и филателии. Никифоров увлеченно собирал медали, открытки, конверты, памятные монеты и восстанавливал информацию о героях Советского Союза. Коллекция формировалась с 1997 года, представила собой мини-музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Работая учителем географии, он начал именно не только вот как преподаватель, да, он стал вести большую исследовательскую работу. Это было сначала изучение истории болгурского наследия, потом Амгинского улуса, республики. И, конечно же, с 1997 года его глубоко стала интересовать тема Великой Отечественной войны. Вот сегодняшняя выставка – это результат его огромного труда. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Весенняя оттепель подкинула головной боли жителям одного из многоквартирных домов в Ленске. То, что в марте начнется половодье на крыше, а потом и в их квартирах, они знают без всяких изменений. Все подробности у Светланы Балеевой. Более 10 лет жильцов дома по улице Орджоникидзе, 27, буквально заливает талыми водами с крыши. В каждой квартире 3-го этажа вот такая ситуация. Квартира 10. В комнате прихожей постоянно течь. Вода капает с крыши весной и осенью на протяжении многих лет. От постоянной влаги на стенах появилась плесень, которая уже разъедает сухую штукатурку. Натяжной потолок регулярно наполняется десятками литров воды, которую через проколы сливают владельцы. Вода попадает в розетки, того и гляди замкнут. А в квартире проживает семья с маленьким ребенком. И как нам жить? У нас маленький ребенок. Он живет уже 4 года здесь с рождения. Сейчас вот в связи с тем, что начала бежать, у него идет кровь с носа по утрам. И как бы все равно надо как-то, я не знаю, как решать эту проблему, как еще решить. Там тазик будет стоять, здесь будут ведра стоять. Пока так, до лета. А летом это все открывается, опять надо ремонт делать. У Марины Хасановой, живущей под самой крышей, половодье в прихожей, в спальне, в зале, на кухне и в ванной. В общем, по всей квартире. В каждом углу расставлены тазы, кастрюли, кухонной утвари уже не хватает, чтобы вода хотя бы не лилась на пол. Но течь найдет выход везде. Марина Михайловна уже привыкла встречать весну и осень мокрыми тряпками и отваливающимся потолком. Вчера было подморозило, капало не так сильно. Сегодня опять все потекло. И здесь течет, и здесь течет. На все на полу мокрое. И я сегодня подскользнулась вот на этой луже, нечаянно проходила мимо. Вытерла лужу, она накапала, я не заметила. И у меня или ушиб, или перелом. Завтра иду к врачу. Хозяйка рассказывает, что регулярно соскабливает грибок с потолка и стен, переклеивает обои несколько раз в год. В квартире постоянно влага, проветривание помещения уже не помогает. Течет в основном весной. Но теперь уже стало и весной, и летом, и осенью течь. Расширяется, вот площадь протечек расширяется все время. Талая вода вместе с дождевой пошли гулять и по подъезду 3-го и 2-го этажа, по электросчетчикам, проводкам, дверным косякам и лестницам. Это стенка, где вот выключатель как раз таки. Тут света у нас нету, потому что в том году счетчики замыкала. Здесь вот лужи. В коридоре, когда начинается потоп, у нас вот так воды. И прежде чем зайти домой, внука привезти домой, мы звонили электрику, чтобы электрик пришел, маленько что-то там поделал, чтобы мы зашли домой. Жильцы обращались уже во все инстанции, но проблема так и не решена. Я сделала обследование крыши за свои деньги независимым экспертом. И в этом обследовании написано, что это брак при застройке. Неправильно сделана крыша. Обращалась с этим обследованием в управляющую компанию, в администрацию, в прокуратуру, в Якутск отправляла.
Бесполезно. Неоднократно владельцы квартир были на личном приеме у главы города. Он посоветовал в судебном порядке восстановить гарантийные сроки и отрабатывать их застройщикам. Другого варианта нет. А мы со своей стороны помогли жителям составить исковое заявление по восстановлению гарантийных сроков по окончанию, которые обязаны по контракту быть обеспеченными по окончанию строительства. И сейчас, конечно, задача жителей — это исковое заявление подать, эти сроки восстановить и дальше вести работу уже застройщикам по исправлению тех недочетов, которые были допущены при строительстве. Мы обязаны жителям эту помощь оказать, юридическую, консультативную. Будем и стороной выступать, конечно, если надо, это во всех процессах. Пока не решится проблема, владельцы дома просили предоставить администрацию города маневренное жилье. Но, как оказалось, его нет. Маневренного жилья у нас на сегодня 6 квартир есть всего в городе, которые, само собой, заняты. Мы сейчас ведем работу, уже второй год, получается, ревизию вообще всего нашего жилфонда. При выявлении квартир будем не только, конечно, их выделять не только очередникам, но и в том числе и формировать маневренный жилфонд для таких проблемных случаев. Сегодня проживающие на 3-м этаже просят власти только об одном – помочь решить проблему, чтобы наконец-то жить без капели и сырости. Но пока будет длиться судебный процесс и непонятно, получится ли восстановить гарантийные сроки застройщикам и семье Ольги Якоби, и Марине Хасановой, и остальным жителям, живущим под крышей, так и придется оставаться с проблемой один на один. И сколько это продлится, никто не знает. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске наблюдаются обильные осадки в виде снега. Вместе с плюсовой температурой такая погода обещает на несколько дней вперед превратить неспешные прогулки по городу в преодоление полосы препятствий и перевести работу коммунальщиков в режим нон-стоп. Тему продолжат наши коллеги. Еще 9 апреля казалось, что улицы города наконец перестали походить на сплошную лужу. Как вдруг свои коррективы внесла погода. И вот теперь недовольны не только горожане, но и коммунальщики. Ведь за работу пришлось взяться вдвойне усердней. Водоотводные лотки пропариваем горячей водой. Они сейчас замороженные. Как свежие осадки влияют на проделанную работу? Очень плохо они влияют. Они забивают лотки. Снег забивает шугой все лоточки. Приходится по новой. Всего с марта коммунальщикам удалось пропарить 29% от всего количества водоотводных лотков. Это чуть больше 16 тысяч погонных метров. Но пока воду с улицы откачивают так, по старинке. В сутки выходит порядка 1,5 кубометров талых вод. Работает 25 единиц техники. Чтобы успевать, мы стараемся, сейчас уже привлекаем мы подрядные организации, помимо своей техники. Если вот сложные ситуации, мы стараемся в течение 30 минут подать технику. Тут надо понимать, что перебазировка большой техники — это не такси, не легковая машина. Там с перебазировкой есть определенные нюансы. И несмотря на обилие осадков, снег с тротуаров и придомовых территорий продолжают убирать. Здесь, как правило, задействуют силы управляющих компаний и окружных администраций. К примеру, в строительном округе специалисты на время осадков проводят уборку снега неоднократно. Подрядная организация по обслуживанию тротуаров производит работу на тротуарах строительного округа в количестве 15 единиц на площади более 50 тысяч квадратных метров. К обеду уже убрано порядка 20% тротуаров, но, к сожалению, как вы видите, осадки все больше и больше выпадают. Соответственно, в течение сегодняшнего дня уборка будет продолжаться неоднократно. И здесь то, насколько эффективными окажутся эти меры, решает добросовестность подрядчиков и коммунальных служб. В такую погоду недовольство местных жителей их работой растет, но есть и те, кто вполне доволен действиями специалистов. Везде все чистят, космонавтов улицу засыпали, выровняли в течение всего этого дня. Вообще молодцы. Сегодня тоже откачка луж было у нас. Сказать, молодец. Округ справляется. По сообщению синоптиков, в ближайшие сутки в Якутске послабления осадков ожидать не стоит. Более того, к мокрому снегу может добавиться еще и дождь. Уменьшение же эксперты прогнозируют лишь к 12 апреля. Петр Васильев, Сыргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске частично перекрыли движение транспорта на участке улицы Аюнского. Временные ограничения связаны с реконструкцией дороги, а также капитальным ремонтом улично-дорожной сети. Все подробности у Тимура Колмогорова.
Участком ремонтных работ стал промежуток улицы Аюнского от перекрестка с улицы Дежнева до Сайсарского моста. На данный момент начались первичные работы по снятию старого асфальтного покрытия, которое было уложено еще при основании моста в 2012 году. Как вы можете заметить, транспортное движение на участке улицы Аюнского еще полностью не закрыто. Но как только дойдет дело до установки различных коммуникаций, ее полностью перекроют. Работа также будет вестись по замене канализационных труб, газопровода, электросети и связи. Всего планируется поменять около 200 метров дорожного полотна. Будем по половине проезжей части закрывать, и пропуск транзитного транспорта все равно будет осуществляться. В общем, техники 32, рабочих и механизаторов 50. Капитальный ремонт улицы и моста проходит в рамках программы комплексного развития транспортной системы Якутска до 2032 года. По ней же зарегистрированы 15 объектов, из которых уже на 4 ведутся строительно-монтажные работы. По остальным объектам ведутся подготовительные работы. Это у нас завоз инертных материалов, получение ордеров на земляные работы, согласование проектов организации дорожного движения. То есть на полную готовность к СМР выйдем в начале мая. Индикаторные объекты текущего года у нас контракт до 31 октября текущего года. Ограничения на проезд будут действовать до 30 ноября 2025 года на участке улицы Аюнского. В конечном итоге капитальный ремонт повысит не только безопасность, но и комфорт передвижения по одному из важнейших маршрутов столицы. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. С приближением лета стоит принять меры безопасности против опасных заболеваний. Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по основной и экстренной схемам. Основная включает 2 этапа прививания с интервалом в месяц. После через год проводится первая ревакцинация. Далее человеку следует ревакцинироваться 1 раз в 3 года. Посещать лесной массив можно не ранее, чем через 2 недели после второй прививки. Прошлого года в Республике Саха-Якутия постановлением главного государственного санитарного врача установлены эндемичные территории по клещевому энцефалиту. Это Нерюнгринский район, Алданский, Алекминский, Ленский район. И с 2025 года добавилось еще 2 района, это Хангаласский и Сунтарский. Связано это с тем, что, во-первых, у нас пораженность клещевым энцефалитом среди клещей она увеличилась, и увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом. Сотрудничество специалистов Якутской республиканской офтальмологической больницы и Мирнинской ЦРБ становится плановой ежегодной процедурой. В этом году визит специалистов ЕРОКБ запланирован в Мирный дважды, один из которых уже состоялся на этой неделе. Подробности у Анны Васильевой. До приезда бригады врачей всего врачом-офтальмологом Мирнинской больницы было отобрано и подготовлено для оперативного лечения 70 пациентов. Отбор пациентов производится по показаниям, а подготовка включает обследование и сдачу анализов. По показаниям, если пациент нуждается в оперативном лечении, мы записываем его на бригаду. По приезду докторов с Якутской республиканской офтальмологической больницы, то есть тоже врач ведет осмотр, после этого тоже идет отбор, то есть пациентов. Но в этот раз у нас практически всех доктор взял к себе на оперативное лечение. Практически все пациенты – лица старшего возраста, у которых катаракта – последствия возрастных изменений. Даже не замечала, как он беспокоит. Я постоянно без очков ходила. Я только в очках как бы читала это самое. А так я без очков все время ходила, это самое, и телевизор смотрела, и все. А он меня как-то и не беспокоил. А потом вот где-то вот год назад уже начала у меня пленка какая-то появляться на глазу. Для пожилых пациентов очень важно, что для получения оперативного лечения нет необходимости выезжать за пределы района, а сами операции проводятся без последующей госпитализации. Позвонили, сказали, приезжают врачи, будут делать операцию. Я очень рада, что это все на месте. Доктор прекрасный, никуда ехать не надо. Во-первых, это экономия денег и как-то спокойствие на душе.
В плановом режиме операция занимает около 15 минут. До начала операции пациентов осматривает анестезиолог-реаниматолог. С ним на операциях дежурит медицинская сестра. А после операции пациентов наблюдает оперирующий врач. Как во всех других органах, с возрастом появляются какие-то сбои в работе. Например, то заболевание, по которому мы сейчас делаем операции, это практически в основном возрастное заболевание. Бывает, конечно, что оно как осложнение других каких-то состояний, но в основном это возрастное заболевание. В большинстве случаев никакого наркоза не требуется. Мы все обезболивание проводим в момент операции чисто на глазу. Пациенты практически сразу возвращаются домой. Продолжает дальнейшее наблюдение у офтальмолога поликлиники. Мы в течение 15 лет регулярно ездим в Мирный. Раньше обычно 1 раз в год ездили, сейчас у нас Мирнинская ЦРБ наладила подготовку, и в этом году даже 2 выезда планируется. Врачи не только выполняют сложную операцию, но и проводят консультации, обучая местных специалистов современным методам диагностики и лечения. Следующие операции запланированы на сентябрь текущего года. И команда врачей надеется продолжить свою миссию по улучшению здоровья глаз жителей региона. Анна Васильева, Якутия, день за днем. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Южной Якутии запущен проект поздравления первостроителей в рамках подготовки к 50-летию Нерюнгри. Жители, которые внесли вклад в строительство и развитие города, получают памятные медали и благодарственные письма. Все подробности в сюжете наших коллег. За 17 лет хор «Сердалик» для Людмилы Галенковой стал второй семьей. Здесь все вместе проводят свободное время, отмечают праздники, делятся новостями. Трудно поверить, что эта жизнерадостная, активная девушка, а именно так называют друг друга участники коллектива, справляет 80 лет. Я в этом коллективе с 2008 года, уже 17 лет. Девочки очень хорошие, талантливые, и они меня поддерживают тоже. Так что все хорошо у нас. Хор ветеранов «Сердалик» любят и уважают представители самых разных поколений. Коллектив известен своей богатой историей и искренним исполнением любимых песен. Каждое выступление – это заряд энергии и позитива, а для артистов – продление молодости и оптимизма. Каждый год репертуар хора расширяется, и без «Сердалика» не обходится ни одно мероприятие. Хору «Сердалик» уже более 25 лет. Коллектив состоит из первостроителей и ветеранов. Каждый участник бережно хранит историю города Нерюнгри, а все вместе они передают ее молодому поколению. Жизнь Людмилы Галенковой неразрывно связана с музыкой и творчеством. В адрес именинницы звучали музыкальные поздравления. Теплые слова от друзей, которые вспоминали интересные истории из жизни, делились впечатлениями. Не обошлось и без подарков с пожеланиями здоровья, долголетия и творческих успехов. Я вас люблю всех! Сейчас коллектив хора «Сердалик» насчитывает 29 человек. Это одна большая дружная семья. А их голоса, сливаясь в одну мелодию, наполняют зал знакомыми и любимыми песнями, которые всегда вызывают бурю аплодисментов. Мы ищем красоту в каждой песне. Мы хотим ее спеть не так, как обычно, как она звучит. Мы хотим спеть ее необыкновенно, открыть свой потенциал. Мы выступаем везде, где только можем, и мы рады тому, что наши границы, наши рамки расширяются. Мы этому очень рады. Впереди у нас много планов. У нас огромный потенциал,
величайший, его нужно раскрыть, и мы его раскрываем на наших спевках, на наших репетициях. С юбилеем первого строителя пришли поздравить не только коллеги и друзья, но и представители Центра культуры и духовности и городской администрации. Даже в день рождения участники хора не забывают о работе. После поздравлений – репетиция. Ведь впереди много работы. В планах выступления сольно, дуэтами и подготовка к юбилею Великой Победы и 50-летию родного города. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Столица Южной Якутии тем временем готовится принять участников и гостей Сэхолунхо этого года. Напомню, праздник состоится 4-5 июля. В районной администрации прошло совещание, которое посвятили подготовке к одному из самых значимых культурных событий республики. В нем приняли участие руководители учреждений, представители ключевых министерств и ведомств. Главные темы программы мероприятий – безопасность, обустройство поляны, транспортное обеспечение, размещение гостей, информационная поддержка. Нерюнгри встретит тысячи гостей. Это событие станет не только праздником, но и мощным импульсом для развития культуры и туризма в регионе. Мы каждый год транслируем и освещаем Сэхолунхо. В этом году в Нерюнгри собираемся. Около 30 человек будет работать здесь от компании. Это радио, служба интернет-вещания и те люди, которые будут на трансляциях работать. И еще будут тут дневники. Мы сюда приехали, чтобы ознакомиться по ходу работы, то есть по подготовке. А на самом-то деле мы смотрим локации, откуда будет трансляции, местность, где проходит Сэхолунхо, строительство, какие идут, и мы готовимся по планам. В Якутске прошел чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования посвятили 85-летию ветерана спорта Маргариты Куличкиной. Все подробности в следующем сюжете. Сегодня на лыжи встали те, для кого спорт — это не просто движение вперед, а настоящая победа над обстоятельствами. В этом году соревнования объединили спортсменов с разными видами ограничений здоровья. На трассу вышли участники с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят очень активно. Пришли лишние даже тренеры, преподаватели. Ну и, конечно, сами организаторы – это Центр адаптивной физической культуры. Вдохновителем турнира стала Маргарита Куличкина, ветеран спорта и заслуженный работник физкультуры. Всю жизнь она посвятила физической культуре и воспитанию молодежи. Даже сейчас, в свои 85 лет, она продолжает тренировать и вдохновлять других людей своим примером. Сегодняшнее мероприятие очень нужное. 2 приза сделала для себя. Так что сегодня я вручу им. Один мальчику, другой девочке. Организаторы подчеркивают, что такие события важны не только с точки зрения спорта. Это возможность проявить себя, почувствовать поддержку и обрести уверенность. Значимость данного мероприятия очень высока, так как она мотивирует ребят с ограниченными возможностями по здоровью. Ну и основная цель – это, конечно же, забыть все какие-то трудности, которые у них в жизни. В завершении соревнований прошла торжественная церемония награждения. Победители отметили медалями и дипломами, но главная награда для всех участников – это поддержка, внимание и чувство единства, которое дарит спорт. Камила Михайлова, Станислав Платонов, Якутск. Завершился заключительный этап Кубка главы Якутии по шахматам. В турнире по классическим шахматам золото завоевал москвич Вадим Звягинцев, гроссмейстер и победитель Кубка России прошлого года. Лучший результат среди якутских спортсменов показал Альберт Постников, занявший 8-е место. Обладателем гран-при по результатам 3 турниров стал Никита Афанасьев, представляющий Краснодарский край. Всего в соревнованиях по классическим шахматам приняли участие 57 шахматистов из 12 субъектов России и Швеции. Турнир оказался очень напряженным. До самого последнего тура было совершенно непонятно, кто победит. Очень многие шахматисты имели шансы на первое место. Игра сегодня сложилась довольно удачно для меня, потому что в хорошей позиции мой соперник допустил невынужденную ошибку, и мне удалось победить. Любимая классика в новом прочтении. Коллектив Государственного театра оперы и балета переосмысливает постановку «Щелкунчик», которая почти 30 лет погружает жителей Якутска в мир сказки и волшебства. Чем будет отличаться новый «Щелкунчик», расскажет Эржена Гармаева.
В балетном зале театра оперы и балета оживленно. Артисты интенсивно готовятся к предстоящей премьере. Сегодня на репетиции присутствуют все 3 состава. Главную женскую роль Маши в первом составе исполняет солистка театра Анастасия Платонова. Версия отличается, конечно же, хореографией. Это в данном случае новая постановка, это больше как неоклассика идет. Если в старой постановке это была классика, Вайнонен, чистая классика, причем здесь уже более как современный идет спектакль. И, конечно же, сложнее. Классика всегда, полегче. А тут немного необычные поддержки интересные, хореография интересная сама по себе. И вообще работать очень интересно всегда над новой постановкой. Публику удивят не только новой хореографией, но и новыми декорациями. Мастера проделали большую работу. К премьере изготовили пушку, стреляющую хлопушками, передвижную карету, вручную расписанную художником. Ко дню X швеи в совокупности подготовят 180 костюмов по количеству человек, задействованных в постановке. Вальс «Снежинок» является одним из самых таких важных этюдов данного спектакля. И хочу показать, как делаются вот эти костюмы, как они сделаны. Их у нас по количеству 24 штуки, хотя выходит 4 и 8, но это 1 и 2 составы. И на каждого артиста обязательно должен шиться его личный индивидуальный костюм. У зрителей может возникнуть резонный вопрос. Почему «Щелкунчик», который пользуется популярностью в Рождество и Новый год, решили ставить весной? Все потому, что в этом году исполняется 185 лет со дня рождения композитора Петра Чайковского, написавшего музыку к бессмертной балетной классике. Так получилось, что мы готовимся к фестивалю, большому фестивалю «Чайковский фест», который у нас состоится в октябре этого года. И, конечно же, одним из таких гвоздей программы станет новая постановка «Щелкунчика». Новая хореография, она добавит определенных сложностей для артистов балета. Поэтому мы ее запланировали на конец сезона с тем, чтобы подготовиться. Оценить новое прочтение «Щелкунчика» можно будет 24 и 25 апреля в Государственном театре оперы и балета. Эржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфирах.